26 числа, то есть 27 уже получается, 3 часа ночи ко мне поступил звонок от командира роты Юлии Джабраилова, то, что в батальоне объявлен общий сбор, и то, что надо немедленно явиться в батальон. Ну, мы прибыли туда, где-то спустя 20 минут я уже был в батальоне, и информация была то, что митинг, который был санкционирован 26 числа, который проходил, то есть, начиная с 6 часов вечера, то есть 26 числа, то есть он стал быть несанкционированным, то, что люди с площади не ушли, то, что нам надо уехать туда. Наша задача стояла, мы, как нам сказали, то, что прибыть на место проведения митинга, чтобы заменить людей, которые присутствовали, сотрудники наши с 26 числа, заменить их. Когда прибыл туда, только вышел с машины, я в этот момент услышал, человек, наверное, 150-200 стояло на площади, то есть никаких то, что там какие-то беспорядки были, в этот момент я не наблюдал, услышал, потом после этого услышал звук, там, шумовые гранаты услышал. И после этого уже увидел то, что Росгвардия там осуществляет действия по вытеснению людей с площади. То, что наша задача, то есть, стояла патрульно-постовой службы, то есть мы стояли вдоль автодороги. Можно уточнить? Да. Когда вы прибыли на замену ваших коллег, которые присутствовали в предшествующий день, вновь прибывшие, вам инструктаж по строению, по тактике, там что-нибудь объяснение было? Никого не было там, во-первых, чтобы довести, я сам как офицер, старший лейтенант полиции, то есть, да, из руководства я никого не увидел, то есть согласно, то есть, да, законам о полиции, то есть, да, я предпринял попытку, то есть, ну, то, что как бы согласно обстановке действовали, то есть, да, то есть мы стали вдоль автодороги, чтобы это, люди, то есть, не выходили на автодорогу, чтобы там не перекрывали дорогу, то есть, да, стояли там, то есть. Первая попытка прошла, то есть, да, Росгвардия, то есть, не справились, то ли, то есть, не знаю почему, не смогли там люди дальше начали стоять. Начали расспрашивать коллег, которые там уже стояли, что там произошло, почему люди стоят вообще на площади. То есть, мне начали говорить, то, что люди в ожидании ждут, то есть, да, то, что, якобы кто-то обещал им, то, что дальше продлят санкции, то есть, продлят санкционирование митинга, да, продлят, и поэтому ждут ответа, то есть, да. Вот старейшины, которые, Малсовый, Ужахова, знаю, Марахоева, да, они, честно, уговаривали там молодежь, то есть, успокаивали молодежь, то есть, да, то, что сейчас ждем ответа, то, что я слышал. Потом вторая попытка произошла, росгвардейцы, они как-то, сейчас я не знаю, как это объяснить, вам видеоматериал есть, я думаю, многие снимали. Росгвардия очередную вторую попытку предприняла, то есть, убрать. Я сам тоже не раз участвовал в разгонах, то есть, разгонах по вытеснению митинга, да, зная, как это делается, короче. И я не знаю, почему человек 40-50 туда зашли, короче, и при первых же там, когда начали, то есть сами начали активную фазу по вытеснению, пару там, не знаю, стульев, когда кинули, там, строй они нарушили, то есть, да, и люди как бы Росгвардия отступать начала, короче. Даже тех коллег, которых там бросили, несколько человек, то есть, да, мы их сами, согласно действиям, у нас гражданский процесс был, в этом процессе тоже рассматривали видео, как бы в суде это будет рассмотрено, там, где мы этих росгвардейцев вытаскивали, то есть, 3 человека вытащили. То есть, я правильно понял, Росгвардия, отступая, оставила кого-то... из своих коллег, да, мы полицейские, то есть наша обязанность действовать согласно, потому что мы же не можем стоять, видеть, да, как силовые ведомства, и мы как Росгвардия работали, да, и мы, и они, наша цель осуществлять общественный порядок, то есть, да, как вытащили несколько росгвардейцев. Потом уже прошло минут 40, наверное, да.
молодежь, уже люди прибывали, то есть... Я извиняюсь, можно вопрос? А вот в этот момент, когда была вторая вот эта попытка вытеснения, вот эта очередная, неудачная, можете припомнить представителей старшего поколения, они как себя вели? Представители старшего поколения как себя вели? Они успокаивали, там, брали, некоторые даже я видел, как хватает молодежь обратно туда, на эту площадь, короче, они этого ругают, там, да, просили, короче, да, не нарушать, то есть, да, то, что сейчас получит, то есть, ответ. Все, спасибо, продолжайте. Дальше что вы говорите? Потом третьи, так называемые меры по вытеснению митингующих, там, у нас часть вот нашего батальона, кто-то на отдыхе находился в распоряжении, то есть в машинах сидели. Некоторые стояли, короче, по улице Зязикова, проспекту Зязикова, да. Ну, видно было, что люди прибывают, интернет в этот день не работал, то есть, и люди уже, даже у нас батальон наш, некоторые, не только с нашего батальона, люди стояли еще в начале при въезде в Магасию, чтобы людей не пускать, то есть стояли. И люди уже бросали по полям, прибывали туда, то есть кто полями добирался. То есть, пешком люди добирались? Пешком добирались, да. И уже видно было, что в начале, когда 200 человек, там, Росгвардия не могла там меры осуществить по вытеснению, там уже люди прибывали, человек, наверное, 600, там, 500 стояли. И еще видно было, что по улицам, по домам уже люди так, кучкуются, то есть. Прибывающие были третье, как? Прибывающие были взрослые люди? Молодежь была, потому что там сколько идти. И взрослые уже, те, кто были, старики, взрослые, они на площади были. Потом при третьей попытке уже более, да, третья попытка, при третьей попытке, то есть видно было, что и Росгвардия до этого, то есть, да, как бы, Уралу туда, то есть, Урал, по-моему, еще, да, 2 машины бронетехники туда пригнали на площадь, и молодежь там уже, как бы, как правильно сказать, взбудоражена была, то есть, да, и из наших вот именно руководителей, кто руководил вот нами, это был Дахтыргов Александр, руководитель отдельного батальона, я его не нашел, то есть, я его искал, не нашел, задачу никто не ставил, какие действия предпринимать, то есть, да, сотрудников отдельного батальона. И я вижу, что в первых рядах, то есть, стоят старики, взрослые наши старейшины стоят, то есть, да, во всю молодежь успокаивают, то есть, да. И потом я уже увидел вот, Барахоева Ахмеда, Мацыга Ушакова, еще пару, много было старейшин. Они стали, вот, в передних рядах стояли, разговаривали, молодежь успокаивали. Я туда зашел, вот, с Барахоевым Ахмедом я разговаривал, то есть, я говорю так и так, я говорю, мы сотрудники полиции, я говорю, отдельного батальона, так и так, я говорю, молодежь успокойте, я говорю, чем это, силовым методом сейчас, я говорю, будем тут убирать их сейчас, лучше успокойте молодежь, короче, они вас послушаются, да. И я помню, не только с Барахоевым, я еще со старейшинами переговаривал, они, я сейчас не припомню фамилию этого старика, он говорит, вы единственные сотрудники, которые нормально с нами разговаривают, короче, и мы послушаемся, слово даем, то, что мы уберем молодежь с площади. И ровно где-то 2 минуты по видеоматериалам, тоже видно, в суде рассмотрен этот видеоматериал, ровно 2 минуты 38 секунд мы там провели на площади, 38 секунд, я точнее. И вышли с площади. После того, как мы вышли с площади, то есть, вернее, когда я зашел туда, на площадь, да, за мной начали с разных подразделений, и с нашего батальона, то есть, и с разных подразделений сотрудники заходить туда. И я просто это суду рассказываю, то, что так было, и видеоматериал есть, если надо, то есть, который у нас в суде был рассмотрен, да. Там стояло не 13 сотрудников, которые сейчас уволены, а стояло где-то порядка 50-60 сотрудников, даже если не больше. И все эти сотрудники, то есть, да, не до нашего захода, не после нашего захода, то есть, да, со стороны, то есть, не митингующих, то есть, Росгвардия там
шаг не сделала, короче, чтобы по вытеснению митингующих, да, и то же самое со стороны митингующих, там, ни один человек палку не кинул, то есть, да, чтобы кому-то что-то там сотрудники полиции могли помешать. И после того, как мы покинули площадь, минут 10-15 максимум постояли, то есть, да, вот, взрослые разговаривали с молодежью, и молодежь их послушала, даже ушли откуда вы даже за собой мусор убрали. Все, в принципе. После этого нас вызвали ну, в МВД, ОРЧ, и начали там говорить, вы зашли, стали лицом в разладе, спинами прикрыли митингующих. Там, да. Я говорю, ну хотя бы один материал покажите, где мы там зашли спинами, там, прикрыли, стоим митингующих. Да, мы сотрудники полиции, это наша обязанность, то есть, да, то есть предупреждать преступление, если человек хочет совершить преступление, зайти предупредить его, то, что человек нарушает закон, объяснить ему права, то есть, да, мы это и сделали, поэтому как-то. Вы, то есть, общую ситуацию в Ингушетии знаете? Ну да, знаю. Скажите, вот людей. гипотетически представить, если бы в случае, если бы старики, как бы грубо выражаясь, попали под каток, это могло бы привести к Хотя бесконтрольному? бы это бесконтрольная эскалация, то есть я не знаю, как это назвать, да, кровопролитие, и не только в рамках республики, то есть, да, это могло бы перейти в беспорядок, да, по всему Кавказу, потому что, ну, сами понимаете, да, до этого какие-то вопросы стоят. Скажите, пожалуйста, а вот еще такой вопрос. Вот в каком количестве, в каком составе были вы лично, вот, которые вышли на Ну, мы, которые прибыли, нас Да. 50 человек было. И до этого, если я не ошибаюсь, где-то человек 60 на месте находились. То есть, которые с 26-го находились сотрудники, которые были не заменены, они находились. Ну, в общем, где-то за 119, по-моему, человек. Это 27-го, правильно? Уже Да, ночью? уже было. Да, Под утро. Скажите, вот как вы думаете, оценивая то, что происходило, вы собственными силами справились бы, если бы не было бы прикомандированных, допустим, сотрудников? Как вы думаете, ваша оценка? Ну, я не могу сказать, если что было бы, если бы, допустим, там же помимо Я говорю, нас, до столкновения я имею в виду помимо нас, вот, да, там же и Назрановская ГУД еще находилась. Я имею в виду сейчас личный говорю, состав вообще. Ну да, можно было, конечно, потому что... Силами Ингушетии, скажем так, МВД Ингушетии. Ну да, силами. Нам как бы легче разговаривать со старейшинами. Да. Ну, как работать легче, потому что не только здесь, да, даже когда митинги были в Кабардино-Балкарии, то есть, да, когда Кабардино-Балкарии там сами не справлялись, мы туда поехали, ну, буквально за 5-10 минут, то есть, да, с людьми, то есть, ну, люди разошлись тоже. То есть вы нашли общий язык, да?